sürdük yol, ayet marşvoy. Marşı kıl değil. Masara öl sürdük. Meclis yüzük masarga marş oldu. Tağın oyna Pearl Augustu, şezerdə Pearl şot oysan saçı minut. Европа хэнчэлэ вайн тасачи минут жахаралар хэнчэлэ таган лэр стрим ночью матарас матаю. Сегодня наш стрим на русском и чеченском языках. Будете задавать на чеченском языке вопросы, а я будет отвечать на чеченском, на русском, значит. Наш стрим на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики, информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, в Telegram, а также на YouTube-канале Reality и на канале в TikTok. Сегодня 146-й стрим на платформе открытого диалога и ядерный блеф, название или начало конца, вопросительный знак. И вторая тема — время Ичкерии. Об этом и многом другом поговорим, друзья. И, Аят, передаю тебе слово. Салам алейкум, хами махкой, вижу. Вы таан дичдал ума, халхвы дистер, даня, дялях инстахан кана хибдерчуна ювасыгаттеш. وهنا دقدو شدود غاسك متى دردوي قمال نوشي متى أصلا ما ألر خاطرش دلح отсмета. Дорогие друзья, добрый вечер. Мы начинаем сегодня, продолжаем стрим прошлый, который у нас был в субботу. Поговорим о той ситуации, которая складывается в мире, но в основном это ситуация войны против Украины, Российской Федерации, России, представляющий себе будущий мир, как бы о прекращении войны между Россией и Украиной. Что происходит, что есть на самом деле. Мы продолжаем думать и видим за это время все больше и больше. Получается так, что Трамп предлагает мир, Трамп предлагает остановить войну, но мы видим, что с этим ничего практически не происходит, хотя Трамп уже до 8 числа решил этот вопрос как бы ограничить. И мы видим, что к 8 числа туда отправляется его спецпосланник Витков, который там с ним что-то обсудит, видимо, дополнительно есть какие-то там разговоры, которые могут быть полезны перед тем, как вот примут вот эти решения. Может ли принять решение отказать? Может ли, скажем, отказать Путин в этом стремлении Трампа, и чтобы потом не получить санкции Путин? Я думаю, что, конечно, Путин и его команда, как они раньше делали против нас, Чеченской Республики Ичкерия, будут хитрить. Там, дай бог, оговорится, чтобы я ошибся, как они хитрили с нами на разных встречах, на переговорах, на договоренностях, там, соглашениях. Везде и всюду они хитрили, везде и всюду они пытались где-то что-то внести, какую-то запятую или какое-то слово для того, чтобы вот решить примерно вопрос в конечном итоге, чтобы на этом потом опираться и, как говорится, тянуть, как говорится, за хвост эту ситуацию, не давая ей развернуться в том направлении справедливому, как должно быть. Империя не собирается, с моей точки зрения, сложить оружие, выйти на уровень мирного договора с точки зрения международного права. Это мы видим. Я говорю, дай бог, чтобы я ошибся, но по всем их повадкам, по всем их вот этим разговорам, видно, что они не собираются, Кремль не собирается. И каков будет теперь ответ со стороны Трампа? Видимо, Трамп здесь тоже какой-то выход ищет. Он не хочет нагнетания войны,
он не хочет ядерной войны, хотя там две ядерные лодки, как говорится, подводные, он куда-то подогнал, там не говорит, конечно, куда. Но об этом Путин и эти все вот понимают, что это напряжение, и что вдруг там что-нибудь случится. И команда Путина сейчас, как я вижу, да и многие об этом говорят, вот помощник Путина, Песков, там начал говорить такие вещи, что вот это нельзя делать, мы никогда ядерный вопрос не поднимали, ничем не угрожали. И это они говорят, из этого следует, они те, которые Путин и его команда, которые все время об этом намекала, сегодня, когда под нос подкатили к ним эти атомные лодки, они из себя, ну, что-то, как, знаете, как это, ну, не хочу Сдулись. сказать, что такое, что-то у них получилось, какой-то там, ну, не знаю, заскок какой-то, непонятно. А вдруг он еще и ударит, Трамп, он же ударил по Ирану. Так и Да. здесь, ну, вдруг он ударит. И иначе вот мы никогда не говорили, что нельзя с этим спорить, нельзя эти вопросы поднимать. Путин никогда это не говорил. Мы же знаем с вами, что он это говорил, что он этим угрожал, какие-то орешники или другое. Вот это вот все, что происходит сейчас, видно, что империя, она держится даже за любой волосок, чтобы сохранить себя, чтобы власть сохранить. И мы видим, что здесь вот это все раскручивается, очень много комментариев и американские, и другие, и украинские, и российские здесь. Вокруг этого идет целая вот такая вот, значит, риторика. Все по-разному говорят, но все вот сходятся в той мысли, что и Трамп, и Путин ищут выход из этого положения, как бы что ни случилось. И мне тоже кажется, что это так. Ну, посмотрим, что будет и куда это, как говорится, кривая выведет. Думаю, что где-то вот таким образом рассуждая, они в конечном итоге куда-то и придут. То есть они сами себя как бы загнали в этот тупик. И в основном, конечно, это Путин и его команда, которые надеялись, что все будет хорошо. Они же говорили, мы, Россия, вам не Иран, или там не Израиль, мы там такая страна и все такое. Теперь стало известно, вот президент Украины Зеленский заявил, оказывается, на стороне России воюют добровольцы с Китая, Северной Кореи, Ирана, даже с Пакистана. Представляете, какой вот разнобой в этом направлении Россия организует, чтобы вот так вот сломить сопротивление украинского народа, сломить сопротивление страны, которая стоит на принципах демократы и свободы личности. Конечно, демократия и свобода личности – это, скажем, не самый лучший, как говорится, способ управления страной и государством, но лучше его нету. То есть все остальные хуже. При всем при этом мы будем надеяться, что в будущем эта система власти еще более будет, значит, трансформирована, более будет определена. Но самое главное в этой системе власти это то, что народ, именно народ этой страны избирает себе власть, а не как в диктатских режимах, как в России, Китае и в других, которые десятками лет сидят у власти и гнобят, извините за слово, этот народ, не считаясь людьми, не считаясь, скажем, с жизнями этих людей. Вот что происходит сейчас. И здесь еще накануне этого вот я слышал здесь одну передачу, там, значит, американский политик, как его был, Аслан, помните, Касс или как это Так, было? Джеффри Сакс дела. Да, Джеффри Сакс, он там развел целую, значит, он раньше выступал, но сейчас его слова подняли, он там защищал, фактически он говорил, что практически, что во всем то, что произошло с войной, это виноват, мол, Запад, виновата Украина, что не надо было так делать.
вот Россию не надо ее трогать, она такая, мол, такая хрупкая и может там что-то натворить, не надо делать. Фактически, утверждая, рассуждая, что он такой грамотный специалист, и все о нем говорят, он рассказывает о том, что он якобы считает, что надо уступку делать и считаться с Россией, считаться с Путиным. Но в то же время забывая о том, что как можно делать уступку значит, власти, которая, начиная с 91 года, после развала Советского Союза, с тех пор ведет агрессивную войну, открытую и закрытую экспансию против новых независимых государств, которые вышли из бывшего Советского Союза. Первое, она напала на нашу страну, Чеченскую Республику, впоследствии переименована Чеченская Республика в 1994 году, 16 января. Так что и убила на нашей территории за 5 агрессий, она убила более 250 тысяч человек. Из них более 42 тысяч детей. Представляете, что это такое? Это просто не цифры, это жизни людей, которые были ни в чем не виновны, не были виновны в чем-то. Просто они убивали из-за прихоти, из-за того, что они запланировали возродить империю. Так зачем было ее разваливать в 91 году, если они планировали ее возродить? В чем причина? А причина в том, что в этой империи была, значит, спорная ситуация, когда бывший президент РСФСР, он хотел стать во главе власти в Советском Союзе, но это не получалось, потому что было там разное течение, другие республики, которые были в составе СССР, это не соглашались, и там целая вот эта спорная ситуация, и они развалили Советский Союз под лозунгом «разойтись, чтобы затем сойтись». Так вот, их разойтись, чтобы сойтись, и их желание сохранить имперскую силу и имперскую, скажем, значит, основу для того, чтобы управлять этой территорией, обошлось только чеченскому народу более 250 тысяч человек. Уже я не говорю о том, что потом они напали на Грузию, убили очень много людей, еще до этого в Советском Союзе они там, значит, лопатами убивали людей на площади Тбилиси. Затем они напали снова после 5 агрессий, которые совершили против Чеченской Республики Ичкерия, которая 5 раз противостояла и 4-жды изгоняла эту российскую армию со своей территории. И после этого снова на Грузию напала, оттяпала, как говорится, извините за выражение, 2 ее территории, южная, так называемая Южная Осетия и Абхазия. То есть таким образом идет вот эта ситуация, и этот Сакс, и как он говорит, он утверждает, что вот нужно пойти на уступку этой империи. И эту линию, которая является античеловеческим, значит, нормальным и не соответствующим, противодействующим современному праву, этот американский политик пытается защитить Кремль. Правильно он говорит или нет? Конечно, нет. Он фактически, он всеми этими своими выходками дополняет, значит, линию, которую сегодня утверждает помощник Путина Песков и его окружение Лавров и другой. То есть они считают, что им нужно отдать какую-то территорию, и вот вокруг этого вот это раскручивается вот эта ситуация. Конечно, здесь можно и дальше говорить о многих моментах, я так ограничусь. Но давайте, значит, вопросы, ответы. Это будет более, значит, правильный, Аслан. Баркалая, сейчас я вопрос сейчас найду, который здесь был, и потом по теме еще поговорим. А вот Зубайр задает вопрос. Если Путин согласится на прекращение огня, на тот ультиматум, который поставил ему сейчас Трамп, но не освободить захваченные территории, это не означает ли это победу Путина и России? Но если Путин прекратит соглашение на прекращение огня по всему фронту, так, то это же не значит, что он прекратил и все на этом закончилось.
После этого пойдут мирные переговоры на основе, конечно, современного международного права, и все будут в этом вопросе заниматься. Конечно, это будет первый шаг, и надо идти дальше. Но я хочу отметить здесь, если вот когда они вот говорят о прекращении войны, здесь обязательно нужно иметь этот момент, что Путин, прекратив, скажем, вот эту войну против Украины, и потом, ведя, скажем, месяцами или годами, ведя эти переговоры, может пытаться не освобождать эти территории, и приводя вот эти вот какие-то там причины, обоснования. Здесь нужно сюда, мне кажется, обязательно иметь, особенно когда эти политики говорят, или российские, особенно, или западноевропейские, украинские, в частности, когда они говорят об этой войне и говорят, и начинают всегда говорить, не упоминая Чеченскую республику Ичкерия, которая столько вот жертв понесла. Я вот всегда вот удивляюсь и напоминаю всем им, что если вы не будете упоминать о том, что Чеченская республика Ичкерия была первой, на которую напала Россия, то всем тем самым вы показываете ваше внутреннее состояние или понятие того, что такое международное право. Вы решаете вопрос таким образом, что это, конечно, правильно, с одной стороны, с вашей точки зрения, но если вы забываете, что это нарушение права и нарушение нашего, значит, международного права касается только, скажем, отдельных стран, а других не касается, как, допустим, Чеченская республика, которая понесла вот такие, принесла вот такие жертвы, то это уже говорит о том, что это не до конца вот рассматривается вопрос или идут на уступки к Кремлю. А это чревато, очень даже чревато, если в чем-то в этом вопросе уступить Кремлю, то в конечном итоге это говорит о том, что в итоге уступит и в другом вопросе. Вот что я думаю по этому вопросу, Аслан. Еще сегодня Песков сказал, что вот эти две подлодки, которые отправил якобы Трамп, что они уже давно там курсируют, что они уже давно находятся на этом, ну, по периметру вокруг России. Как вы считаете, они опасаются их, или это блеф, или это игра такая? Ну, если они давно там, почему он скрывал это от нас? Вместе с американцами скрывались. А сегодня, когда вот так вот получилось, они начали нервничать, и все про это ракеты говорит, про эти подводные лодки говорит давно, возможно, давно, но не было каких-то конкретных указаний, и не было заявления Трампа о том, что он готов в этом вопросе, если необходимо, задействовать их. Это же было. И потом давно или недавно. Конечно, здесь вопрос в том, что все ядерное оружие, которое было у Америки, оно было все перемещено на территории Америки, мы это знаем по всем сообщениям. А теперь оно как бы, значит, перенесено поближе сюда и в Англию, и поближе к границе России. Вот от чего опасаются они и хотят успокоить общественность своей страны, там русских населения. А те-то, когда узнали, что это, там же переполох по всей, скажем, стране. Не только, скажем, в этом, в Кремле, а везде, по всем объектам, субъектам этой России, все уже начали задумываться. Смотрите, он подогнал и сейчас может и ударить, потому что он ударил и по Ирану, и не раз, а два, и три там ударил. Если надо, еще ударит, еще где-то там, еще он где-то Омане ударил. Это с ним шутки плохи, подумали они. Я так это полагаю. А Песков, они пытаются это дело как-то сгладить. Вот в чем дело. Так что вы не бойтесь, это было давно, сейчас это ничего не значит. Вот такие разговоры, я думаю, что это просто вот в пропагандистских целях, чтобы успокоить население, разговор. Ну, при всем при этом, риторика русских такая хамоватая. Это они хотят показать, что не боятся, или же у них такой разброд среди журналистов и пропагандистов такой идет? Чуть-чуть так хамят. Повтори. Хамоватая такая у них риторика, у журналистов, там, что типа, дам, что такое? Типа, ну а что им делать? Тот, кто хамит, тот, кто хамит, или тот, кто, значит, пытается там в грубой форме говорить,
это говорит, что ему нечего сказать, он просто хамит, это как бы прикрытие отсутствия аргументов своих. Вот только это. А что еще можно говорить? Ясно. Сегодня Трамп заявил, что Путин прекратит войну после того, как цена на нефть будет стоить $10. Сейчас ситуация с Индией какая-то неоднозначная. То вроде Индия не закупает, то закупает, то она, может, какая-то там такая своя торговля идет между ними. И сейчас нефть стоит Urals $60, и если она упадет до 10, то Трамп заявил сегодня, что русские тогда уже, Путин прекратит войну. Вот после 8 августа, как вы думаете, может упасть до 10 цена? Может Трамп сделать так, чтобы она, полная эмбарго, скажем так, была на российскую нефть? Ну, здесь вопрос, посмотрим после 8 числа, может он или нет, это ему даже договариваться. Видимо, он имеет в виду, что он договорится с этими арабскими странами, так? И сам еще будет давать, сами аж добывать нефть, тоже могут это дело, как говорится, запустить. Ну, посмотрим. На самом-то деле ситуация такая, что если... Здесь вот такая сложная ситуация, если он будет сталкивать, скажем, покупку этой нефти и сталкиваться с Индией и Китай, там еще Индия и Китай, они так, конечно, объединены, но еще больше могут объединяться. То есть здесь такая, знаете, как пузырь, с какой стороны вылезет шишка, с той или с этой. Здесь такая ситуация, но в любом случае они должны понимать, и Индия, и другие страны, что вот такая политика закупать нефть у России, а потом ее перепродавать, это значит обеспечит фронт России против Украины. Это значит обеспечит убийство украинского народа. Это значит обеспечит в будущем нападение и на Европу, и на другие страны, и страны, скажем, вышедшие из бывшего Советского Союза. Мы же понимаем, что они хотят возродить историческую Россию, которую они заявляли не раз, Россия. А эти страны, покупая эту нефть у России, делают вот такие вот ходы. Ну, видимо, там идет договор или пытаются они это переориентировать на нефть ближневосточных стран, там Саудовская Аравия и другие, Катар, там, ну, которые нефть там добывают у них. Но возможно, что там произойдет в какой-то там период, может цены на нефть взлететь, говорят. Ну, если взлетят, там, может быть, на неделю или месяц взлетят, а потом могут все, как говорится, уравновесить и дальше идти. Ясно одно, что нельзя России позволять этой власти, позволять разойтись до того, что, чтобы она думала, что победила вот эту систему, международную систему, современное международное право, которое говорит о том, что необходимо избирать власть, дать право народу, свободу личности. Это очень важно с этой точки зрения. Поэтому я думаю, что им не удастся, России не удастся здесь иметь победу против украинского народа. Но затягивать, тянуть и все угодно, они будут делать это. И притом они могут это тянуть до того, пока, скажем, Трамп там не истечет его срок 4 года, и там потом, мол, будет видно. Неизвестно, что это будет. Но посмотрим сейчас, после 7-8 числа, как будут развиваться события. Баркала, так, друзья, напоминаю вам, вы можете задавать вопросы, я их буду зачитывать. У нас стрим специально на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства для обратной связи, для коммуникации с вами, друзья. Поэтому задавайте вопросы, какие вас интересуют. Вот здесь вопрос, Аят, от нашего, видимо, азербайджанского зрителя. Как прокомментируете разлом между Россией и Азербайджаном? Как прокомментировать? Но здесь вопрос в том, что, конечно, это связано с тем, что Азербайджан, он все больше и больше контактирует в направлении, ну, скажем, того, чтобы
объединиться с Турцией, так, и чтобы через Турцию вести, скажем, свои экономические вопросы решать. И в то же время здесь вот стал вопрос о Карабахе, в котором даже в ущерб этого Россия пыталась как-то, значит, даже поддержать Азербайджан. Вы помните, Азербайджан, они туда вводили этих миротворцев, говорили, что они защищают. Армения была очень недовольна тем, что так и сяк, и в конечном итоге произошло то, что произошло. А до этого вот этот ход был со стороны России, они там в этой Москве, они там с этими таджиками устроили какую-то там бойню, где там убивали людей и таджиков. А это здание было, здание, которое они находились, это был здание азербайджанского представителя, там азербайджанец был главный. Потом вот эти вот разговоры с самолетом, когда они пытались на нас, там чеченцы строить с азербайджанцами, потом, ну и там гибель этих людей. Много там причин было для того, чтобы как-то показать Азербайджану, что без России ничего не удастся сделать. И в конечном итоге вот сейчас вот то, что мы видим, что происходит, это есть то, что мы определили, что оказывается в конечном итоге все пришло к тому, что и Азербайджан, и Армения решили договориться между собой и объединиться с Западом, с Америкой. И это как раз сильный удар по самой России и власти империи. То есть это удар не по России, так скажем, не по народу России, если можно так выразиться, а по управленцам тех, кто сидят в Кремле, которые из себя мнят большими деятелями, а ситуация вот так развивается. То есть здесь снова экономические, политические, военные вопросы, на которые хочет влиять Россия на Северном, на Кавказе в целом, так? А здесь вот как-то это разворачивается в обратную сторону, и я надеюсь, что так и будет. Обратного хода там не будет, потому что уже ясно, чем занимается Россия, и Армения, и Азербайджан уже поняли, что им нужно жить дружно, экономически друг друга поддерживая, и дальше у них будет там мирное существование. Вот я так думаю об этом, Аслан. А то, что сегодня происходит, репрессии в отношении азербайджанцев, например, закрываются рынки, избивают людей, там, подкидывают наркотики, ну, там разные уголовные дела возбуждают. Многое не становится достоянием общественности, но идут такие закручивания гаек в отношении азербайджанцев, и нам, как чеченцам, это очень хорошо знакомо, как это все происходит. В этом смысле вроде бы сильная диаспора азербайджанская в России проживает. Это говорит о чем? О чем, Аня? Они собираются настроить часть российских азербайджанцев против Азербайджана, либо это идет полное выдавливание азербайджанцев из России. Как вы Ну, считаете? это давление в целом на Азербайджан и азербайджанский народ в целом. Давление, и это они будут делать. Я помню, когда мы с нашей стороны, мы летели с нашей делегацией в Москву на переговоры. Так вот, когда мы прибыли в аэропорт, наша делегация даже, которая была имела официальное приглашение, нас загнали в какую-то клетку, представляешь, огражденную разными арматурами, а все люди, которые шли мимо и смотрели на нас, как будто мы в клетке сидим. Это же был позор сам, это же была попытка унизить нас. Да? И то же самое делают сейчас русские власти, которые сидят там. Они делают это, унижая азербайджанцев. Но это будет не унижение, это будет достоинство того, что азербайджанцы так ответили и не собираются больше идти на поводу у этой власти, которая постоянно стравливала все эти народы, ну и в том числе и Азербайджан, конечно, Грузию, Армению, и наши вот республики с другими республиками. Они, когда захватили эти территории в свое время,
они стали передавать одной части, скажем, территории другой части населения, и вдруг там вот строят вот эти межусобную противостояние. Это вопрос у них как бы закладывают они основы, и сейчас, конечно, они это делают снова. И Азербайджан знает, как себя вести. Я надеюсь, что там будет все как надо развиваться, потому что они поняли, в чем дело. Они поняли, в чем проблема, и ее сейчас решает совместно и армяне, и азербайджанцы, я думаю, вместе с турками и Западом. Мне так кажется. Мгм. Аят, вот хотел задать вам вопрос. Вчера у меня в стриме его поднимали тоже. И Азербайджан в отместку на какие-то действия России, где они там называются Степанакер, там некоторые определенную территорию Азербайджана, начали называть Калининград Кёнигсбергом. И я видел даже такую табличку, где Грозный они называют Сюэльжгал. Сюэльж будет называть. Вообще это было бы правильно называть его Джахарга, потому что наш парламент официально переименовал этот город. Вообще, как у вас отношения у нашей власти, у нашего президиума с Азербайджаном, с представителями Азербайджана и есть ли какие-нибудь там ведется ли работа какая-нибудь? Было бы, если еще раз чуть-чуть продолжу свой вопрос, мне было бы интересно, если есть какие-нибудь представители, либо вместе, либо я сам взял бы интервью либо у азербайджанцев, либо у армян, которые сейчас вроде бы идут на сближение. У себя там на канале можно было бы с ними пообщаться, если у вас есть такие знакомые. Посмотрим, Аслан, посмотрим. Значит, надо с этими людьми связаться, потом вот поговорить, если они готовы, Мы- то тогда можно сделать с ними интервью. Мгм. А насчет того, что назвали они Сёльжал, Мгм. я так вот после твоего вот этого вопроса понял, они называют названия, которые были еще, скажем, до в Советском Союзе еще, которые. У нас еще в царской России Сёльжал называли это, потому что Когда, а, видимо, Горская республика была, да? Может? ну, это Сёльжал был, да, еще раньше. Поэтому они там дальние называли. Но здесь, конечно, было бы сказать им, дополнить, что это и город Джахар, потому что парламент его переименовал в город Джахар. Но здесь как-то для нас еще Жал говорит о том, что мы отдельная страна, отдельное государство, тоже говорит. Но было бы, конечно, для нас приятнее говорить, сказать, что это был Жал, а затем был это город Джахар. Было бы это лучше. Но Мгм. так сейчас не будем их в этом деле, как говорится, в чем-то подозревать. Они говорили, вот Кёнигсберг, это еще до войны, там те города Советского Союза, я так это понял. Знаешь? Мгм. Мгм. Ясно, спасибо. Сейчас я посмотрю здесь комментарии, а то много вот, как обычно, троллятины у нас в эфире, и забивают эфир. Не хочу их пока всех банить подряд, только Мгм. особых только матершинников баню. Мгм. Так, вижу только... Вы не видите, там никаких вопросов? Я просто ничего не вижу. Здесь только вот забивают эфир. Не по теме. О чем угодно, только не по теме. Мгм. Так, что у нас в ТикТок? ТикТок, тишина. Да.
Сегодня исполняется 7 лет, Аят, с момента убийства Юсупа Тимирханова в российской тюрьме, обвиненного в убийстве Юрия Буданова. И тогда, сегодня, посмотрел одно интервью с два российских пропагандиста, на самом деле, не буду даже их имена называть. И один из них, военный преступник, соучастник геноцида чеченского народа, говорит, гражданин Украины, кстати говоря, которому дали гражданство в Украине, говорит о том, что Джохар Дудаев во многом был прав и ошибся в одном, говорит, что вот он раньше эту мысль, закидывают они вот этот нарративчик такой, чтобы такой червячок сомнения посеять, что Дудаев ошибся в чеченском народе, потому что они, чеченцы, хотят служить России, хотят служить России, служат России, там, Путину и так далее. И как раз сегодня мне Facebook показал видео, где более 200 тысяч чеченцев пришли на похороны Юсупа Тимирханова, убитого в российском концлагере. И это видео очень хорошо характеризует и опровергает, характеризует чеченцев и опровергает то, что говорит вот этот военный преступник, который даже за сигаретами ходит с охраной. Просто я решил отметить. Да, это так. Туда пришли не только чеченцы на его похороны. Это была дань, значит, признание того, что сделал этот человек, понимая, что попытка вот такой вот унизить чеченский народ, захватив маленькую молодую девочку и изнасиловав ее, и они поняли, что мы не оставим, мы отомстим им за такие лично, кто это уйдет, и отомстят. И люди приехали из Дагестана, из Ингушетии, из других регионов России, которые вот такой дань решили отдать этому человеку. Этот человек стал героем нашего народа, потому что он фактически сделал то, что должен был сделать каждый из нас. Он как раз-таки вышел на эту передовую и сделал это. Конечно, власти России, значит, его где-то пытались посадить туда-сюда, а потом выпустили, то есть как будто это как они, помните, убили нашего президента, бывшего Даниила убили в Катаре, а затем этих убийц поймали, посадили в тюрьму и на пожизненно, а затем передали России, а тот на красной дорожке их встретил. Это вот такое вот, знаете, вот такую ситуацию, потому что власти, они не действуют в соответствии с теми, скажем, моральными принципами, которые должны быть соблюдены. А в отношении чеченского народа это очень важно, и он, этот человек, чтобы сделал то, что он посчитал правильным. И это поддержали вот так вот люди. Я видел этот ролик и раньше. Они здесь, когда вот этот ролик показывают, это, как сказать, гордость за своего народа, гордость за своих людей, которые всегда и всюду придут на помощь друг другу, понимая, что вокруг нас находится, особенно там, власть враждебная к нам. Я думаю, это так. Да, совершенно верно, Аят. Они тогда вложили, это был 18-й год, когда он умер, когда убили его в тюрьме, да, на день ВДВ, они его отравили, и он имел отменное физическое здоровье и дотянул до 3 августа, и чтобы Бог распорядился так, чтобы не сделать им подарок на день ВДВ, непосредственно, как Буданов, ВДВшник, и Шаманов очень хотел отомстить, и Жириновский грозился убить всех там и так далее, и так далее.
И тот период, 18-й год, когда массово они нас убивали, Россия еще не казалась всем, ну, Украине уже да, но многим она еще не казалась такой ужасной или страшной, еще торговали, еще все занимались общими там какими-то своими делами, дипломатов, точнее агентов спецслужб не выдворяли из своих стран. И когда они привезли тело Юсупа домой, и вышло вот эти сотни тысяч только мужчин, да, на похороны, отдельно Ну да, мужчины и да, женщины. конечно. И тогда они очень сильно испугались, ФСБшники, да, и оккупационный режим. И вот тогда они убили, тогда еще 11-летнего, 12-летнего мальчика, и еще нескольких людей они убили, обвинив их в связях с ИГИЛ. Там 14-летний, 12-летний, там 16-летний, там на машине якобы уезжали, боевики какие-то там и так далее, и так далее. Такой акт устрашения они сделали еще раз, потому что очень сильно они были шокированы. И вот эти люди, которые хотят представить, что Дудаев ошибся в чеченском народе, чеченский народ, он, оказывается, хотел всю жизнь служить Путину, Дудаев, видимо, не давал им служить Путину, России и так далее. Им бы вспомнить, что уже вообще и до Дудаева, и как мы видим после Дудаева, более 3 веков до Дудаева мы сражаемся и абсолютно не собираемся сходить со своего пути или менять вектор своего отношения к фашистской России. Как-то так, Аят. Здесь вот есть один вопрос одной женщины. Мгм. Она спрашивает, а что, говорит, чеченцы не убивали и не насиловали, спрашивает, так? А я отвечу ей, Пожалуйста. чеченцы не нападали на Россию. Это вы пришли, как сегодня в Украину, на нашу территорию, убивать наших людей и убивали. Чеченцы не нападали на Россию. Поэтому вы, если пришли и убивали, то в этом отношении этот момент вы не учитываете. Вы думаете, там, где находится русский, в любой точке земли, как говорит Путин, это наша территория. Вам показывают, что это не так, это несправедливо. Во-первых. Во-вторых, у вас в стране значит, выборы президента или власти не меняются в определенное время. Все время во главе вашей страны сидят диктаторы. 20, 30, 91 года, а то и раньше, там сидят одна и даже кучка людей, которые управляют это. Это бывшие имперцы Советского Союза. Вот в этом была причина Татьяна Пашкова. Вопрос задаю. И вам самим тоже. Вы, наверное, не имеете отношения, я так думаю, к этой власти, а просто вы обмануты этой властью, которая сегодня держит и вас в вот таком напряженном состоянии. А мы ведь не враги были. Почему они пришли к нам убивать нас? Вот в чем причина, Татьяна. Мгм. Только Спасибо, Аят. Здесь такой вот вопрос от РУ. После Второй мировой войны СССР и англичане с США установили новый мировой порядок. Ну зачем? Англосаксам нужно было право СССР сохранить за Россией. Если англосаксы могли руководить миром без СССР, а Китай был слаб тогда. Что имеется в виду? Тогда после Второй мировой войны собрались вот главы государств, которые победили тогда. И эти государства были вот эти, которые все входят, скажем, в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. И они, значит, как бы на себя взяли право регулировать все ситуации, которые сложатся в мире. И в то же время они заложили основу, что современное международное право после Второй мировой войны должно опираться на такую идею свободы личности. Свобода личности – это значит свобода от политического преследования, свобода получения информации, передачи информации, свобода, значит, экономическая, то есть предоставление любой личности, если у него нет жилья, предоставление ему минимум
скажем, финансовой помощи по корзине, которая есть в стране. И все это должно быть тут и сейчас. То есть, если вам должно быть на жилье, то вы должны получить его тут и сейчас, а не как в России или в других странах ждать, когда это будет. И там вот эта свобода экономическая, она была воспринималась как линия, которая эти диктаторские режимы сказали, что мы вначале накормим, напоим, экономическую дадим свободу, а потом мы свободу личности дадим. На самом деле свобода личности это была та линия, которая создавала условия для экономического процветания и для экономической свободы личности. Вот здесь вот такое произошло, и поэтому сейчас говорить, что англичане, американцы это делали. Нет, это не только американцы, англичане, хотя они большой вклад внесли в это. Это были и другие страны, я имею в виду и Франция, и Англия, и Советский Союз тогда по тем временам, так? И поэтому они это решили, и в конечном итоге все было заправлено на то, что в любой этой стране, в любых этих странах должно было быть так, что свобода политического преследования давала возможность избирать власть в этой стране народу. А в этих диктаторских режимах, вот после окончания войны, практически там никого не избирали, сидели одни и те же кучки людей или какая-то там политические группировки. Но это было Советский Союз, это было в Китае, в этих арабских странах, где диктаторы сидят. Вот поэтому вот такая вот ситуация и развивалась, понимаете, вот в чем дело. Ну, в принципе, вот вокруг этого этим можно и ответ дать. Еще раз. Мгм. Благодарю. Аят, после окончания Второй мировой войны мир, как вы сейчас правильно сказали, разделили между собой страны-победительницы, и у них состоялась Ялта или Тегеранская встреча, она еще раньше, просто потом Ялтинская уже окончательно Да. закрепила влияние каждых стран над определенными территориями на Земле. И, к сожалению, большому сожалению, мы, которые подверглись страшному геноциду, мы, ингуши и другие некоторые народы, поголовно весь чеченские, ингушские народы полностью подверглись геноциду под видом депортации и оказались в Советском Союзе под юрисдикцией, продолжали оставаться под Россией. И на нас международное право не распространялось, так как мы как бы представлялись внутренним делом Советского Союза. Советский Союз на тот момент был очень силен, и после Второй мировой войны была мощная армия, потом она накапливалась, там до 10 миллионов человек была советская там, армия, как некоторые утверждают, армия и ее обслуга. И сейчас я прихожу к выводу, что мы можем оказаться приблизительно в такой же ситуации. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, и вот я хотел бы услышать ваше мнение. За Кавказом, южная сторона Кавказа, Азербайджан, Грузия, Армения, Америка, Соединенные Штаты, Турция проявляют открытый уже интерес, и мы это все видим. Сейчас ожидается встреча Дональда Трампа, Пашиняна и Алиева вместе, что укрепит их союз, и дай бог, чтобы армяне и азербайджанцы жили в мире. Но мы можем оказаться снова под юрисдикцией. Как вы считаете, продолжать оставаться вот в этом подвешенном состоянии, несправедливом, угнетенном состоянии, оказаться в одной клетке, как говорил Джахар, с медведем-людоедом, который люто нас ненавидит и будет нас всячески пытаться истребить, и уничтожить, изжить всех. Как вы считаете, вот этот сценарий возможен? И что нам нужно сделать, если он возможен, чтобы этого не произошло? Нам, чеченцам, имеется в виду, ну и нашим друзьям. Ну вот здесь вот, когда мы говорим о той или иной, скажем, стране и государстве, мы должны понимать, что эти государства в основном свои экономические и политические интересы отстаивают во всем мире. Для этого они находятся в разных международных организациях, являются членом Организации Объединенных Наций,
и до 200 государств там, так, Мгм. и ведут там совместную какую-то работу, которая нам известна, которая не очень-то и эффективна, но в то же время приняты международные принципы, согласно которым эти все государства подписали, и за этим надо как бы следить. Мы, чеченский народ, в рамках современного права создал свое государство, и после того, как создал свое государство, в 91 году мы заявили об этом, избрали власть, а после развала Советского Союза сразу приняли в международном правом поле свою конституцию суверенного, независимого, демократического правового государства. И это было 12 марта 1992 года, а 13 марта 1992 года член Организации Объединенных Наций Грузии тоже признала наше государство. Это очень важный момент для нас, потому что с точки зрения того, что там говорят одностороннем порядке, как будто никто нас не признавал, эти разговоры идут. На самом деле Мгм. это важно, и наша страна была тогда признана, но с точки зрения международного права это было потом подтверждено и тем, что когда проходили у нас очередные выборы в 1997 году, Мгм. власти после изгнания российских войск, значит, тогда за выборами в Чеченской республике Ичкерия, которые проходили, была миссия ОБСЕ специальная, которая находилась у нас на территории, которая, значит, следила за этой ситуацией, подтвердила. Тогда было в ОБСЕ около 57 государств. И вот от имени этих 57 государств снова было подтверждено, что эти выборы прошли в соответствии со всеми правилами Конституции и без всяких нарушений. То есть фактически было и это подтверждение. То есть таким образом наша страна была создана, а потом очередные выборы были в соответствии норм международного права. Но так как Россия так или иначе, как сегодня мы видим, когда она вот сегодня напала даже на Украину, которая больше нас по территории, по количеству населения, и так трудно биться, то тогда остальной мир просто-таки оставил без внимания наш народ, который бился сам самостоятельно. На самом деле, с точки зрения международного права, мы создали свое государство, и мы сейчас на Западе, да и во всем мире боремся за то, чтобы наше государство признали и другие государства. Вот в 2022 году наше государство признало Украина, которая заявила о том, что территория Чеченской республики оккупирована незаконно Россией и Мгм. значит, осудила геноцид чеченского народа, совершенный против нашего народа, убив около 250 тысяч человек, имеется в виду. Так что вот в этом направлении нам нужно дальше и бороться на Западе, подтверждая, что вся та ложь, которая против нас вот так вот раскручивается, что это ложь, что это обман, это такой же обман, который мы сегодня видим, Кремль несет против, скажем, и Грузии, и Азербайджана, и, скажем, естественно, против Украины, которая от долгих территорий и ведет вот эту имперскую политику. Поэтому я и говорил, что нам необходимо здесь на Западе сейчас в первую очередь, кто находится, единым фронтом бороться за то, чтобы и другие страны признали наше государство. Чтобы это случилось, мы здесь на Западе ведем борьбу еще 2000 года, 1999-2000 года. И многое-многое сделали для этого. Однако Россия сюда направила своих агентов для влияния, которые и так находились здесь по всем странам мира. Ну и из числа чеченцев тоже, которые ведут античеченскую, антигосударственную политику на Западе, раскалывая наши движения, не давая возможности, чтобы мы здесь объединились. Им в этом деле помогает Кремль, это очевидно, все видят. К сожалению, этих людей, которые себя именуют как бы властью нашего государства, таковым не являются, им предоставляется возможность находиться в разных странах, они встречаются, ну, скажем, бывшими политиками, и в некоторых местах они себя такое заявляют. А это заявление они делают потому, что
этих странах, как я сказал, их меньше волнует наши проблемы, их волнует проблемы своего государства, и они изучают то, что происходит, и что такое, и кто такие. Но многие из них понимают, но не хотят вступать в спор. Я знаю многих людей, которые сегодня и в политике, но которые не хотят вот, вместо нас как бы туда вступать и говорить за нас. Поэтому мы должны это знать, и мы должны свою линию, линию нашего государства, линию нашего народа по освобождению ее территории, по освобождению, значит, и восстановлению нашей государственной линии, которая была принята еще в 1992 году Конституции, действовать. Но здесь находятся люди, которые под разными предлогами, как мы с вами знаем, ведут пропаганду о том, что нужно там делать то, другое. И везде у них это все происходило, как будто бы Чеченской Республики и нет. Они писали, говорили, заявления делали до сих пор. Теперь, когда вот такое вот произошло, и Украина это сделала шаг, они вначале начали говорить, что это не надо было признавать, или они теперь заявляют, что это признание было неправильным, или это не признание, надо нам больше признания. А кто их это уполномачивал? Их никто это не уполномачивает, это их личное мнение, но в то же время это является как бы пропаганда в пользу Кремля. Вот что происходит. То есть нам надо здесь этих людей, этим людям сказать хватит. Мы им говорим хватит, не занимайтесь тем, чем вас не уполномочил наш народ. Вы не являетесь представителями нашего народа, власти этой. Но они себя активно здесь пытаются на Западе изображать себя властью нашего народа, хотя единственной легитимной властью является президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, и основания, которые есть документы, которые приняты нашим парламентом, нашим президентом, то и это только власть сегодня может действовать и говорить от имени чеченской власти, Чеченской Республики Ичкерия. Вот что нам необходимо. Все наши молодые люди, которые здесь находятся на Западе, и все наши люди, которые приехали сюда как беженцы, обязаны помогать нашей власти, которая сегодня борется за восстановление и нашей власти после ее освобождения. Этого, к сожалению, сейчас трудно, значит, этот вопрос поднять, потому что ситуация очень тяжелая. На территории Чеченской Республики Ичкерия находятся оккупанты, и оккупант управляет фактически этим регионом, и это так же, как и во всей России. И мы не можем сейчас вот здесь на Западе сказать, что эта ситуация нормальна. Нет, это не нормально, но в то же время мы свою линию здесь обозначаем, мы обосновываем всю эту линию полностью документами, статьями, принятыми Конституцией, все другое. У этих же людей, которые здесь вот это все заявляют, у них нет никаких оснований говорить от нашего государства, но, к сожалению, это происходит. Но я надеюсь, что в скором времени все эти люди будут изобличены, и эти вот страны или государства, или бывшие политики не будут принимать от них эти побрякушки, которые они называют нашими орденами, нашими медалями Чеченской Республики Ичкерия. Это нет, это не так, они не имеют на это права, и они самозванцы в этом плане. Поэтому нам нужно объединяться и понять, с чем мы имеем дело. Вот в чем вопрос. Вот таким образом мы здесь на Западе, да и во всем мире должны понять, что это такое. Главное сейчас это понять. Есть все документы, есть статьи, есть обоснования, которые все это раскроют вам, как говорится, глаза, вы посмотрите. Эти же люди тоже вот выступая вот таким образом, они ведут практически античеченскую, антигосударственную, античеловеческую политику в пользу Кремля. Об этом надо знать. Вот так я думаю, что должно быть, Аслан. Спасибо, спасибо, Аят. Здесь Мухаммад задает такой вопрос. Аят, Дудаев внес свой существенный вклад в деоккупацию балтийских стран. Как вы думаете, почему эти страны остаются неблагодарными и не признают наше государство? Но здесь можно говорить по-разному, потому что я уже говорил, что каждая страна, в
первую очередь думают о своей безопасности, о своей экономической составляющей. Допустим, вот Эстония, парламент их, Рейкогу, кажется так, если правильно называю, принял решение еще в 1993 году о том, что Чеченская республика есть государство, которое создано по праву, и обязал свое правительство признать наше государство при первой возможности. Мы это знаем, эти документы у нас есть, и мы к ним обращаемся по этому вопросу, чтобы они признали наше государство. И так как это сделала и Украина, это относится и к Литве, и к Латвии. Мы эти бумаги посылали таким же образом и Польской Народной Республике, Польше, так? Так что мы ожидаем от них ответную реакцию в этом направлении, которая необходима нам и да и вообще всем, кажется, всем людям и всем государствам мира. Вот такая ситуация. Спасибо. Спасибо. И по поводу, вот мы уже час говорим об разном, на самом деле. По поводу вот Чеченской Республики, возвращаясь к ней, как по Ичкерии, хотелось бы тоже еще немножко продолжить. Известно, что Чеченская, во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, марионеточные власти, установленные Россией, в какой-то степени происходит какое-то потрясение. Рамзан Кадыров себя очень плохо чувствует, это видно уже невооруженным взглядом. И есть вероятность, что на место него может там прийти другой человек. Скорее всего, я полагаю, это может быть Магомед Даудов. Что может измениться, Аят, если, например, Рамзан Кадырова снимут и назначат Магомеда Даудова? Что-нибудь может измениться для чеченского народа, для тех, кто живет как внутри Чеченской Республики Ичкерия, так и здесь, в Европе, которые беженцы? Что здесь может измениться? Если изменится, если да как бы, там посмотрим, изменится ли. Мне кажется, что там ничего не изменится пока. И эти разговоры о том, что Кадыр Рамзан болен, это как бы преувеличено. Он, видимо, болеет, но в то же время не настолько смертельно, как вот многие говорят. И если будет смена власти, это будет снова марионеточная власть, не более того. Так что для чеченского народа ничто не изменит это в этом плане. Аят, вот наш народ, как известно, более полумиллиона или даже больше, там некоторые утверждают, до миллиона человек находится в Чеченской Республике Ичкерия. И мы знаем, что нет никакой свободы слова. Люди очень запуганы, идут репрессии. ФСБ всех прослушивает и всех наказывает только лишь за посты, дают сроки. То, что происходит в России, мы знаем, а то, что происходит в нашей стране, это десятикратно еще хуже ситуация. Да, убивают там, где России дают сроки, у нас чаще могут убить. И несмотря вот на это, чеченский народ надеется на что-то и хотел бы изменений в лучшую сторону, где появятся права, будет, опять же, уважение к личной собственности, к личности, там, к свободе слова там, и так далее. И вот вы сейчас упомянули про разных самозванцев, которые изображают из себя власть, незаконно изображают из себя власть. И эти люди, несмотря на то, что вкладываются большие деньги, много вкладывается, задействовано вот этой агентуры вокруг вот этих самозванцев, народ не поддерживает их. Но одновременно с этим мы видим, как мало пишут нам комментарии, хотя интерес большой, люди смотрят, все люди, скажем так, при личных встречах говорят, что очень поддерживают вас лично, Аят, Президиум, Аллу Дудаеву, смотрят мой канал. И вот при всем при этом, ну, открыто об этом не говорят.
И мы оказываемся в такой сложной ситуации. Свобода слова, демократия, она есть, конечно же, но когда большая часть народа находится фактически на правах заложников, они ничего не могут сказать и заявить о том, что вот поддерживает президиум курс нашего первого президента на свободу и независимость нашего государства. И вот в этой ситуации как быть нам, Аят? Что нам делать, когда люди спрашивают, люди смотрят, другие люди других государств смотрят, они не могут понять, насколько чеченскому народу нужна эта свобода, нужна эта независимость. В этой ситуации как быть нам, когда ты объясняешь им, что люди в заложниках, они этого не понимают. Это как, помните, в советское время, когда какого-то там американцу сказали, что там советской властью все недовольны и так далее, он сказал, а что они не выйдут и не изгонят из Кремля эту власть и не назначат другую. Это в такое время, когда КГБ следило за всем. Как нам быть, Аят? Что нам делать? Но те, кто говорят, что они не понимают нас, скажем, наши друзья или наши знакомые, это им не понять, потому что они в этой шкуре не находились, в этой ситуации не находились. Так? И та власть, которая сейчас там находится, она сама есть заложница, и эта власть, вот как отец этого Рамзана Кадырова, и так они тоже находятся в заложниках. Так? В то же время они исполняют волю Кремля, иначе по-другому им не быть там. Это они знают. Так? И управляет фактически этой республикой, этой территорией управляет Кремль. Это происходит не только у нас, но это происходит и по всей России. Мы это знаем. Но нашу республику, которой столько вот было войны, начиная с 91 года, 5 агрессий было, особое внимание, потому что мы находимся на границе с Грузией и другими, значит, южными республиками. И поэтому там они держат свой контингент войск, более 100 тысяч человек российские. И поэтому сейчас вот говорит о том, что вот такая ситуация, мы это говорим часто об этом, понимаем, что делать. Надо сейчас выживать, надо держаться, как бы то ни было, держаться надо. А те, которые сегодня вот так себя ведут и вот так вот где-то что-то делают неправильно, они знают, что эти люди знают, что в любом случае расплата к ним придет, потому что никто не забывает, что случилось с ними. Особенно у нас это такая традиционная. Не забудут, кто приходил, кто сплетничал, кто указывал пальцем, и кто это делал, не забудет. Поэтому свобода, как говорится, слова и все такое в этом плане здесь как бы, значит, скрыто, но они свободны в этом рассуждении, и в перспективе, конечно, вот это никогда не забудет. Кто был, кто, знает все. Я так думаю. Поэтому мы сейчас можем что сказать нашим людям, которые находятся там? Будьте очень сдержаны и понимайте, что ситуация очень тяжелая. Сегодня невозможно сделать то, что вы бы хотели, но если ситуация сама изменится, тогда вы уже сами найдете, какой ход там вот принять. Но пока что перспективы изменения ситуации нету. Люди, которые говорят, придем мы туда и захватим все, это по большей части те люди, которые не понимают ситуации, которая складывается во всем мире и кому это выгодно, понимают. Если бы была такая сила у нас сейчас, прийти туда, захватить или взять эту власть и потом открыто, значит, бороться против снова этой Российской империи, и если бы на этой основе нас поддерживали бы, скажем, вот нам нужно признание, во-первых, нашего государства другими государствами мира, и тогда мы будем иметь обоснование говорить, что вот на нас напали, нам необходима помощь. Если этой помощи не будет, мы снова окажемся
как 5 раз мы были в состоянии, когда весь мир против нас, собственно говоря, поддерживал Россию и воевали против нас. Но мы сейчас вот находимся в вот таком тяжелом положении. Я уверен, что будут сохранены все наши традиции, сохранены, все наши адаты сохранены, все наши люди из поколения в поколение знают, кто есть кто, и они потом ответят за свои поступки, и им тогда надо будет потом отвечать. Поэтому эти люди, которые совершают эти преступления, они должны понимать, что они ответственны за свои дела, но сегодня власть там находится российская, это точно. Здесь нет никакого сомнения. А что делать? Это значит терпеть пока что, пока ситуация изменится. Мы здесь на Запад пытаемся вот сделать все возможное, чтобы остальные государства мира могли признать нас, и в этом направлении действуем. И вас призываем поддержать нас тоже, потому что это общее наше дело. По-другому сейчас действовать нет возможности в данной ситуации. Хотя мы все нацелены на линию освобождения нашей территории, восстановления нашей государственности, чтобы жить в мире с другими соседними и внешними странами мира. И тогда мы будем развиваться и жить в рамках, как у нас записано в Конституции, суверенное и независимое демократическое правовое государство. Все остальные разговоры, которые ведутся откуда-то не было, это все в угоду Кремля, потому что это сразу используется против нашего государства, утверждая, что у нас нет государства, что мы его не создавали, и вот сейчас они хотят создать, мол, и такое. Так что это мы должны понимать. Вот что я думаю по этому вопросу. Спасибо, Аят. Мухаммад задает вопрос. Аят, во время русско-турецкой войны в XIX веке в Чечне было около 400 тысяч русских войск, которые не были задействованы в войне. Сегодня также русские не снимают свои войска из Чечни. Почему? Ну, вот я сейчас сказал, потому что они опасаются, что наш народ ничего не забыл. Наши люди ничего не забыли. И если ситуация изменится, им нужен, они считают это очень важный узловой момент. Они же не поставили эти войска, скажем, в Дагестане, в Ингушетии или в Кабарде, нет, а именно у нас они их поставили, на нашей территории они поставили эти войска. Вот поэтому они стоят, а и тогда было, да, и сейчас здесь. То есть они знают, что наш народ – это народ, который жил во все века в условиях демократического, скажем, состояния. То есть власть у нас избирал народ всегда. Вот в чем вопрос. А не как в России или в других имперских странах, где сидят там век. У нас не было никогда ни князей, у нас не было никогда рабов. Наши люди никогда не были рабами. Сказать раб для нас позор, стыд. И поэтому наши люди рабами не будут, не были и не будут. Так, Спасибо, Аят. Так. Друзья, задавайте вопросы. Если хотите, можете принять участие непосредственно в нашей беседе, зайдя на официальную страницу Telegram Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, либо зайти сюда в TikTok ко мне, и я вам предоставлю возможность высказаться. Здесь много вот этих разных всяких, и вот такой вопрос. Вам дали независимость, то есть нам они дали ее, и что наш народ устроил, и что ваш народ устроил. Пошел на нашу территорию, пытаясь устроить Кавказский халифат. Это кто говорит? Это россиянин Бергамот говорит. Ну, нам никто независимость не давал, во-первых. Во-вторых, и вам никто независимость не давал, если вы россиянин. Просто Советский Союз развалили незаконно с точки зрения Конституции Советского Союза, развалили, а так как все республики, которые в Советском Союзе были, значит, государствами,
и они имели право выйти из Советского Союза при согласии СССР, власть СССР, как 3 республики балтийские вот вышли, то когда Советский Союз развалили, все эти республики имели право на создание своего государства. Никто нам ничего не давал. Мы тогда создали всю атрибутику нашего государства и в рамках международного права создали свое государство. И никто нам ничего не давал. И никто из нас от имени нашего государства, от имени нашей власти не ходил никуда и не собирался создать халифат. Никто от нашего государства, от имени нашего, это не делал. А если это пытались сделать, это было записано, что это незаконно и не имеет никакой силы. Записано в нашей Конституции. Поэтому вот эти все страшилки и эти сказки, которые вот там где-то пропагандист целей говорят какие-нибудь там, скажем, представители российской власти, не надо говорить. Вы почитайте внимательно, что это такое у нас на сайтах, почитайте у наших ютубов, послушайте, все это есть. Так что не надо говорить об этом. Спасибо, Аят. Так. Ну, вопросов больше нет. Аят, как можно оценить страну РФ, если она могла развалиться из-за в 100 раз меньше по территории и по численности населения ЧРИ, как вы думаете? Но она из-за нашей республики не развалилась. Вопрос был в том, что, я уже говорил это в начале, дело было в том, что эта страна после развала Советского Союза или до развала Советского Союза в основу своей государства, свою конституцию не внесла, значит, идею о свободе личности, в котором предполагалось, что народ будет избирать власть, и предполагалось, что не будет политического преследования. А это как раз было в Советском Союзе, и народ, и население, все население было под пятой у этой империи, Советский Союз тогда. Поэтому это было так именно. Получилось, что народ, который жил на этой территории, он фактически работал, и весь доход, который был, ему, в общем, приходилось отдавать власти, а народ получал мизерные, значит, мизерные копейки и жил, и не мог самостоятельно избирать власть в этой стране. Хотя моменты были такие, как будто бы народ избирает. И это проявилось в 91 году, 90-м году. До этого проявилось, когда на территории Советского Союза почти не было магазина, не было возможности купить товары, не было денег, и вся страна оказалась в такой ситуации. Именно поэтому Советский Союз, страна, которая якобы победила во Второй мировой войне, и оказалась не в состоянии прокормить свой народ. А те страны, которые проиграли, допустим, европейские страны, Япония и другое, они имели столько продукции и товаров, что они даже в океан выкидывали это все, потому что избыток был на товары, чтобы цены на эти нефть не падали, то есть на эти товары не падали. А в Советский Союз ничего не хватало. Не хватало, потому что не было вот этой свободы, потому что все народы и даже личности были под пятой. Вот в чем дело. И поэтому здесь говорит о том, что Чеченская республика развалила это. Нет, это развалилась, эта страна сама шла к развалу, а тогда, в те времена, когда пришел Горбачев, он решил делать изменения, направление перестройка, гласности и демократии, а этого ему не дали сделать, и пришли к власти его соперники, которые развалили Советский Союз, и потом утверждали, что они, мол, здесь наведут порядок, все как надо. Такая ситуация. Она развалилась сама из-за своей несостоятельности.
из-за своей невозможности управлять страной. Народ оказался в заложниках, и эта страна даже не могла накормить свой народ. Хлеба не было, километровые очереди были по всем городам, а уже о питании я и не говорю. Вот в этом показало тогда, что это за страна и куда мы идем. Так что какой бы то ни был национальности, русский, чеченец, украинец или другой, должны это знать, что тогда вот такая ситуация сложилась, и это было главным образом, потому что не было свободы личности, которая создавала условия для всеобщего развития науки, техники, экономики и свободы избрания власти. И это не было предоставлено, скажем, в Советском Союзе, и поэтому он как-то пришел в состояние, когда они ничего не производили, а все, что они производили, было только то, что они продавали это на Запад, покупали питание и разного рода товары для населения. Когда они цену на это уменьшились в мире, все, они оказались без единой копейки, грубо говоря. Ни хлеба, ни товаров. Вот что привело к развалу Советского Союза, который приводил. А Горбачев тогда пытался спасти эту страну, но ему не дали, и вот эти вот Ельцины и другие его сотоварищи, скажем так, они решили развалить эту страну, чтобы затем ее возродить. А это не получается. Выйдя раз из этого рабского положения, эти народы не хотят больше возвращаться в эту страну. Так что не надо это рассказывать никому, в смысле те, которые утверждают, что якобы наша страна, то есть сейчас народ развалил Советский Союз. Так что вот так, Махмуд, дело вот такое. Мы, конечно, не могли его развалить. Есть здесь некоторые деятели, которые утверждают, что мы незаконно там создали свое государство военным путем, проявили этнический сепаратизм, все такое. Это неправда. Не было этого, мы к этому не стремились. Мы действовали строго в рамках Конституции и законов СССР и международного права. А когда Советский Союз исчез, мы оказались в международном правовом поле и действовали затем строго в рамках международного права. Вот в чем вся суть. Спасибо, Аят. Эд, приветствую тебя. Эд задает вопрос. Вопрос Аяду. Как вы думаете, почему парламент Украины не предоставляет вам трибуны, чтобы вы выступили с этой трибуны? Я не знаю почему, но, по крайней мере, мы много раз сюда писали, обращались к ним, так и к людям, так. Я думаю, что в самой Украине сейчас очень тяжелое такое положение, и то, что они признали наше государство как оккупированное, и все это говорит о том, что они этот вопрос решили. Решили, и для нас это очень важно, для чеченского народа и нашей республики. А действующая власть, она должна в этом вопросе, здесь на эти вопросы ответить. Пока что мы ответ не видим, и мы будем еще добиваться того, будем узнавать, почему, при чем причина. Хотя мы все документы, все обращения к ним послали. То есть мы, администрация президента это отправили и в Раду отправили. Так что мы ожидаем это. А почему это вопрос к ним? Потом, я думаю, это станет как-то ясно, они как-то это объяснят, может быть. Мгм. Так, спасибо, Аят. Так, был здесь еще вопрос. Сейчас найду. Сейчас, тише. Нету вопросов, да? Есть, сейчас было, я видел, сейчас потерял его. Угу. Вот, Андро Кхетерелли. Как вы думаете, если бы Горбачев сохранил бы власть, было бы лучше для нас, для Грузии и для Чечни? Ну, здесь не скажешь, что было бы лучше, так? Но, по крайней мере, если бы Горбачев, который уравнял
все автономные республики союзом республик, то есть мы были как бы составной частью этого Советского Союза, в котором все республики были уже равными. И они должны были, как, и, допустим, Евросоюз или другие, там, система союзная, и новая страна планирует назвать Союз суверенных республик. Поэтому они союз суверенных, они союз советских социалистических республик, а союз суверенных республик. Так что здесь то, что планировалось, там уже потом зависело от многих факторов, но, по крайней мере, наша тогдашняя республика, власть, она приняла тоже свою резолюцию, в котором она готовилась подписать новый союзный договор. Но этот союзный договор обломили, как говорится, ГЧПисты, 19 августа 1991 года, и вот это все пошло обратным ходом, потому что эти люди, о которых я говорил, которые были во главе в основном Ельцин и его остальная компашка, они ее развалили, эту страну, и все оказались уже за пределами Советского Союза. А что было бы, как, кто его знает, может быть, и не было бы этой крови, но в любом случае эти страны, эти республики, которые тогда не подписали бы вот этот союзный договор, или подписывать союз договор, они имели право на выход из этой страны. Я так полагаю, что это сейчас ничего не скажешь, это надо было бы посмотреть. Но, по крайней мере, вот такой жестокой линии военной, вот такое вот убийством людей, все это было бы или нет, я даже не знаю, что вам сказать. Так что, как случилось, так и случилось, собственно говоря. Ничего здесь не скажешь. Ясно, спасибо. Так, друзья. Так, задавайте вопрос, друзья, либо, если нет вопросов, можно заканчивать наш сегодняшний стрим. Мы закончим, давай. Да, я вижу, тут между собой общаются. В принципе, все, что хотел я спросить, я спросил. Спасибо вам большое, Ая Дерейс Хуйнон. Баркал Масарна Дерейс Хуй. Всем, друзья, спасибо, всего хорошего. До свидания. Следующий стрим с Аядом будет у нас в субботу в это же время. Пожалуйста, приходите. Завтра будет у меня стрим. Всего самого хорошего. До свидания. Адикюр. Адикюр. Адик, Машвар.